Я думаю, что чеченская женщина бралась за оружие в трагический момент своей жизни, когда это было необходимо. Вот, например, Селихат Батаева из Цацанюрта. Шла коллективизация республики. В общем, если 2 коровы, одну нужно сдать в колхоз. Если 2 барана, один нужно обязательно сдать в колхоз. Как жена красного партизана, вдова красного партизана, проявив сознательность, все второе она уже отдала в колхоз. Но, как говорится, всегда рвется там, где тонко. И люди, которые, в общем-то, проявляя свою верноподданность, всегда стремятся ущемить беззащитного. И к ней пришел отряд красноармейцев забрать последнюю коровенку. Хорошо, отдаст она эту коровенку, как ей кормить детей. И она вилами заколола одного из красноармейцев. Долго шла судебная тяжба, но в конце-то концов ее оправдали, и то благодаря адвокату чеченской женщине Халисат Батукаевой, ибо выяснилось, что она выполнила план по сдаче животных, что вела праведную жизнь, была вдовой красного партизана, и что эти власть придержащие проявили излишнюю ретивость. Возьмет ли женщина в руки вилы и проткнет ли от хорошей жизни? Вот возьмем Коку Дукаеву, которая жила в Зумсое. Ведь мы часто говорим о Хайбахе. Ту же трагедию учинили Берия и его клика и в Зумсое. И муж Коки Дукаевой был милиционером, он выступил против того, что они творили, и был пристрелен. Вот тогда Дукаева взяла оружие в руки. Куда-то утащили ее ребенка, пропал без вести грудной ребенок. Выселение было и до 1946 года. Она вела непримиримую борьбу с представителями НКВД от безысходности, наверное, не от хорошей жизни. Она ушла в обречество, да? Она ушла в обречество. И чем все закончилось? Ее следы теряются где-то в 1948 году. В 1948 году газета «Грозненский рабочий» еще пишет о ней как о бандитке, преступнице, которую нужно поймать, истребить. Но дальше ее следы теряются. Я думаю, поскольку нет сведений о ее смерти, я думаю, что она ушла в Грузию. Ведь не одна она же была в обречестве в то время. И многие и мужчины, и женщины уходили в Ханкисию, в Грузию. Будем надеяться, что она спаслась. Известный французский просветитель Ларуш Фуко сказал, что степень интеллектуального развития мужчины определяет контингент женщин его окружающих. Исходя из этого, мне кажется, что чеченская женщина играет огромную роль в воспитании своих сыновей. Ведь воспитанием детей у нас занимается женщина. Если бы она с колыбели не вкладывала ему в кровь, в сердце, в душу любовь к родине, отвагу, смелость своими колыбельными песнями, навряд ли мы могли бы похвастаться такими славными сыновьями. Ведь именно женщина растит наших героев. Я думаю, что именно тем, что чеченское общество на протяжении всего своего существования имеет столько знаменитых имен и столько героев, мы должны быть благодарны чеченской женщине. Героев растит женщина. И роль ее велика в этом, ее переоценить просто невозможно.